В эфире информационный выпуск Камши Кшара. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. Сотрудники Черноморэнерго устранили последствия крупной аварии на высоковольтной линии Очимчира 220 киловольт. 9 основных и 4 дополнительных вопроса повестки дня было рассмотрено на очередном заседании Кабмина. Трое водителей маршруток подвергнуты административному взысканию за управление пассажирским транспортом в нетрезвом состоянии. История о том, как господдержка помогла маленькой винодельне перерасти в успешный бизнес. Рано утром 31 августа ударом молнии была повреждена высоковольтная линия Очимчира 220 киловольт. Без подачи электроэнергии остались часть города Сухум и вся западная часть Абхазии. С рассветом ремонтная бригада Черноморэнерго приступила к ликвидации последствий аварии. Мы связались с главным инженером Черноморэнерго Тенгизом Гирджинбо, который рассказал о том, насколько серьезной оказалась поломка и какие работы были проведены, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Утро 31 июля жители Сухума и западных районов Абхазии встретили без света. Около 5 часов утра молния ударила высоковольтную линию Очимчира 220 киловольт. Был разрушен изолятор на опоре, из-за чего провод упал, и высоковольтная линия оказалась обесточенной. Все силы Черноморэнерго были брошены на устранение аварии. Ситуация на месте поломки осложнялась повреждением траверсов на опоре из-за усталости металла. провод чахай агиатраверсных якухани и ашимтон ачкунши и цан обход хаатоз ирбан ашимтон накна халагета усура яраубрия траверс и кнахо угольник крышек сахехатва антия ушара хутики мажда хазрабхаб. Из Сухума на место аварии были отправлены необходимые материалы. Очимчира 220 киловольт подает электричество в часть столицы и западные районы. На время работ некоторые сухумские подстанции были запитаны по аварийной схеме. В течение дня был введен локальный двухчасовой график. Подстанция Тасплат, подстанция Епит, нас уящих Сухум один раз, что уятно нагва абсура дахтедала шара. Ашта касаат казеп агирт Очимчира район ятно нагва подстанция Кордеирчина и нахаш. Аварийное отключение света также повлияло на работу Абхазской железной дороги. Турпоезд Туапсе-Гагра и электропоезд «Ласточка» задержались на 2 часа до прибытия тепловоза. Также пришлось на несколько часов отложить перевозку грузов на товарных поездах. Работы велись до вечера. Специалистам удалось ликвидировать все последствия аварии. Электричество было подано населению в штатном режиме. Ульяна Рожкова, Абхазское телевидение. Деятельность по перевозкам автомобильным транспортом и оптовую продажу ГСМ будет лицензировать Министерство по налогам и сборам. Такое решение принято правительством Абхазии. На очередном заседании Кабинета министров было рассмотрено 9 основных и 4 дополнительных вопроса повестки дня. Подробности в материале Алики Трапш. Кабинет министров утвердил индикативный план социально-экономического развития Абхазии на 2025 год. Документ представила вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Совокупный объем производства товаров, работ и услуг спрогнозирован в сумме 196 миллиардов 284 миллиона рублей, в том числе в сельском хозяйстве порядка 11 миллиардов 592 миллионов. Внешнеэкономическая деятельность более 59 миллиардов рублей. Прогнозные объемы производства в 2025 году без учета сельского хозяйства и показатели внешнеэкономической деятельности составили 125 миллиардов 341 миллион рублей, что на 34,4% больше аналогичных показателей, запланированных в прошлом году. Внешнеэкономическая деятельность 59,2 миллиарда рублей или 28% по отношению к прогнозу
2024 года. Объем экспорта спрогнозирован в сумме 8,2 миллиарда рублей, что составляет 13% по отношению к факту 2023 года. Показатель сформирован с учетом увеличения стоимости экспортируемой алкогольной продукции в рамках весенних решений правительства об установлении нормы рентабельности. Экспортная корзина практически не изменилась. И в основном это алкогольная продукция, рыба и, соответственно, цитрусовые. Совокупная прибыль по всем отраслям экономики на 2025 год спрогнозирована в сумме 8,6 миллиардов рублей, что на 24% больше прогноза 2024 года и на 49,6% выше факта 2023 года. Средняя норма прибыли 7%. Кабмин принял постановление об инвестиционном товариществе. Речь идет об установлении порядка обособленного учета доходов и расходов, осуществляемого управляющим товарищем. Данный порядок устанавливается по согласованию между Министерством по налогам и сборам и Министерством финансов. Также решением правительства будет создана государственная информационная система стратегического планирования. Кабмин внес изменения в ведомственную среднесрочную целевую программу модернизации бюджетного учета и отчетности Республики Абхазия на 2022-2024 годы. Документ представил вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. В завершающей стадии находится сама реализация большого масштабного проекта, который уже третий год реализуется в нашей стране. Этапы, они проходили разновременно, очень много там новизны, новшества, и с учетом потребностей и необходимости нужно сейчас осуществить техническую поддержку, первичную техническую поддержку. Изначально планировали о том, что, возможно, потребуются дополнительные бюджетные ассигнования, но мы провели консультации, оптимизировали ряд расходов, потому что устанавливается программа на платформе действующей, которая уже у нас есть в бюджетной системе. И сэкономленные средства нам, во всяком случае, позволят частично обеспечить эти мероприятия. Дополнительных ассигнований не потребуется, поэтому мы попросили перераспределить эти средства на достижение окончательного результата. Очень надеемся, что в октябре месяце будет завершен проект, мы его покажем, будет соответствующая презентация к нам. Очень много интереса уже проявляют к этой программе. Очень много внешних пользователей. Мы уже составили полугодовую бюджетную отчетность в новой программе, в новом формате. Поэтому надеемся на то, что 2024 год будет ознаменован тем, что программа будет запущена, а в 2025 году мы постараемся на всю территорию Республики Абхазия ее распространить, как недавно сделали с электронно-цифровой подписью, с бюджетными обязательствами, с денежными обязательствами. То же самое попробуем повторить и в следующем году. Решением Кабмина Министерство по энергетике и транспорту будет осуществлять лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, международной автомобильной перевозки грузов, хранению и оптовой продаже горюче-смазочных материалов. Решением правительства внесены изменения в постановление о комиссии по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии. Персональный состав комиссии утверждается премьер-министром. Кроме того, Кабмин внес изменения в постановление об утверждении правил, регулирующих осуществление государственной регистрации юридических лиц и форм документов, используемых при регистрации. Содержащиеся в Госреестре сведения о конкретном юридическом лице представляются по запросу в виде выписки, копий документов или справки. В том числе указанная в данном пункте информация представляется по запросу бесплатно органам государственной власти, в том числе правоохранительным органам и судам, по находящимся в производстве делам, органам местного управления, органам государственных небюджетных фондов, а также юридическому лицу о нем. Мы предлагаем дополнить этот пункт информацией о том, что бесплатно могут получать информацию средства массовой информации в виде выписки из государственного реестра. Нам представляется, что этот небольшой шаг, который может упростить журналистам доступ к информации.
Также члены правительства внесли изменения в программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2024 год. Источником финансирования программы являются средства республиканского бюджета в общем объеме 100 миллионов рублей. Часть этих средств будет направлена на приобретение оборудования по следующим видам деятельности – ремесленничество и народный промысел, промышленность и услуги, общественное питание, туризм. Значит, комиссией принято из 280 170 решений в отношении оказания мер господдержки. Однако, с учетом того, что действующим постановлением Кабинета министров были определены определенные критерии, в частности, лимиты по отраслям и лимиты по стоимости проектов, значит, для того, чтобы мы могли непосредственно уже по принятым решениям обеспечить меры господдержки в виде субсидий, нам необходимо произвести перераспределение в следующем порядке. Значит, исключение положения о пределах финансирования проектов стоимостью до 1 миллиона рублей в рамках одной отрасли и по итогам проведенного отбора изменить следующее соотношение лимитов. Туризм 44 миллиона 97 тысяч 500 рублей, общепит 19 миллионов 847 тысяч 286 рублей, промышленность 33 миллиона 561 тысяча 574 рубля и ремесленничество 2 миллиона 493 тысячи 640 рублей. В общей сумме лимит составляет 100 миллионов рублей, что соответствует изначально предусмотренному программой. То есть речь идет о перераспределении в пределах общего лимита средств. Для этого дополнительного финансирования не требуется. Внесены изменения в постановление о порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования реестра собственности. Кабмин дал согласие администрации Гудаутского района на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Кэпитал» земельного участка площадью 0,45 гектаров в селе Хопста для строительства объекта размещения гостиничного типа. Аля Катавш, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Парламентская рабочая группа предлагает создать единый государственный реестр ветеранов войны. В Народном собрании состоялось заседание рабочей группы по подготовке проектов закона о внесении изменений в соответствующие законы. По итогам заседания принято решение провести перерегистрацию ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и принять меры для установки оборудования и программного обеспечения для оцифровки и создания базы данных документов и дел в архиве Минобороны. Срок окончания деятельности рабочей группы решено перенести с 1 августа сего года на 1 февраля будущего года, внеся изменения в соответствующее постановление парламента. У 3 водителей маршруток выявлен положительный результат на состояние опьянения. Они отстранены от управления автомобилем, подвергнуты административному взысканию, а транспортные средства поставлены на штрафстоянку на месяц. Сотрудники ГАИ провели очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей рейсовых пассажирских машин. Репортаж пресс-службы МВД. Сотрудники Управления государственной инспекции ежедневно мониторят ситуацию на линии пассажирских перевозок. Несколько раз в неделю рейды проводятся в сфере перевозок пассажирского маршрутного транспорта общего пользования и заказных автобусных перевозок на территории Республики Абхазия. В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками были проверены водители на предмет употребления алкоголя и наркотических средств. Рейдовое мероприятие началось в 5 утра и длилось до 9 часов. В этом промежутке времени водители выезжают на рейс. Одним из наиболее популярных направлений является рейс до ПСО. На стационарном посту ДПС БЗИП размещена мобильная лаборатория Республиканского наркологического диспансера, где специалист на месте проводит медицинское свидетельствование водителей, которых останавливают сотрудники ГАИ. У 3 водителей тест показал положительный результат. Они были отстранены от управления автомобилем, подвергнуты административному взысканию. Их транспортные средства поставлены на штрафстоянку сроком на месяц. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление водителей маршрутных такси, рейсовых автобусов, мы будем проводить на регулярной основе. К нам постоянно обращаются граждане с жалобами на поведение водителей, управляющих общественным транспортом. Хочу напомнить, что на водителях маршруток и автобусов лежит особая ответственность, так как они занимаются перевозкой наших граждан. В этой связи недопустимо управлять транспортным средством в нетрезвом состоянии. Между тем, как показывает статистика, водители продолжают злоупотреблять правилами дорожного движения и даже употреблять алкогольные напитки и наркотические средства за рулем.
С таким положением дел мы мириться не намерены. Всего в ходе утреннего рейда было составлено 22 протокола. Сотрудники подчеркивают, что и впредь будут оперативно реагировать на жалобы граждан. Если сейчас акцент сделан на водителей районных рейсов, то уже в ближайшее время милиционеры начнут проверку водителей маршрутных такси на городских дорогах. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования. Дел Байнал Бесланович, 1997 года рождения, житель города Сухум, управлял автотранспортом в состоянии наркотического опьянения. Ай Байнал Алексеевич, 1993 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Смыр Владимир Григорьевич, 1989 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Чкадуа Руслан Робикович, 1974 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Сивков Сергей Александрович, 1984 года рождения, житель Гуларыбского района, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чанба Джанбул Растанович, 1981 года рождения, житель села Лыхну, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Юдин Андрей Львович, 1979 года рождения, житель города Москва, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ажиба Зауркан Назбеевич, 1982 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шамбам Сауст Васильевич, 1980 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Трапезанян Артем Русланович, 2000 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении, повторно ранее лишенный водительского удостоверения. Статников Николай Олегович, 2000 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Дубин Вячеслав Владимирович, 1977 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Подхвари Астан Геннадьевич, 1991 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Смольков Тимофей Алексеевич, 1984 года рождения, житель города Чемчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Попов Зураб Владимирович, 2001 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Халваш Гурами Львович, 1977 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Григорян Генрик Давидович, 1994 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Дасания Баграт Журжинович, 1987 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Пищулин Александр Георгиевич, 1986 года рождения, житель города Сухум, отказался от медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических средств. Акопян Григорий Константинович, 1970 года рождения, житель Сухумского района, отказался от медицинского освидетельствования на потребление нарковеществ. Гварами Олег Зурабович, 1995 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Четвертый год в республике действует правительственная программа по развитию сельского хозяйства. Ежегодно увеличивается количество участников и выделяемая сумма. В этом году на реализацию программы выделено 150 миллионов рублей. Благодаря гранту от Министерства сельского хозяйства винокурня «Крафт-продукт Абхазия» способна увеличить объем производства в 5 раз. Репортаж Шазина Ханагуа. Производство вина в Абхазии – одно из самых распространенных бизнес-предприятий. Этот напиток неизменно сопровождает проведение всех торжественных событий в каждой семье. Помимо того, что виноделие давно стало неотъемлемой частью культуры абхазов, в республике существует и промышленное производство. Более 10 лет назад семья Гадлия начала заниматься виноделием. Все начиналось с увлечения. Производили вино, чтобы радовать семью и близких. Однако все изменилось после победы на первом национальном конкурсе абхазских вин имени Ачба. Золотые медали вдохновили их заняться виноделием профессионально. Что побудило изначально, это были друзья, которые уговорили кое-как. Мы все-таки, они за нас даже оставили заявку. Инициативы с нашей стороны почти не было. И по итогу мы заняли на конкурсе, национальном конкурсе
вин, организованным Николаем Ачбо, заняли золото, и после этого уже появились мысли заниматься этим серьезно. Главным достижением Craft Product Абхазия является красное сухое вино «Анна Лашта». В этом году компания представила новинку – виноградный дистиллят, выдержанный год в дубовой бочке. Винодельня также экспериментирует с настойками на ашхардате, кедровых орехах и боярышнике, каждая из которых, по народным поверьям, обладает полезными свойствами для здоровья. На данный момент у нас представлено 5 линеек. Это красное сухое вино «Анна Лашта», это победительское вино. Мы участвовали в различных конкурсах, в многочисленных. Вот можете видеть, лучшее абхазское вино 23-22 года. Появилась новинка, буквально пару дней назад, ажах. Это обычный дистиллят виноградный. Также есть экспериментальные 3 настойки, мы их называем лечебными. Ашхардат – это знаменитая абхазская древняя настойка. Каждый год мы ездим в высокогорье, собираем его, настаиваем на нем тот же самый виноградный дистиллят и разливаем по бутылкам. Кедровая настойка – это настоянная на кедровых орехах, в принципе. И есть еще настойка боярышника. Боярышник собран в плоскогорьях Абхазии. Первый раз попробовали такое сделать, когда были в Новом Афоне. И просто для интереса я собрал пару штук. Попробовали настоять, и очень получилось неплохо. Соответственно, решили делать из этого линейку. Craft Product Абхазия производит вино и крепкие напитки. У компании пока нет своих виноградников, поэтому сырье приходится покупать. Производство вина – это длительный процесс. Виноград засыпается в гребнеотделитель, где автоматически прокручивается. Полученная смесь при помощи насоса перекачивается в чаны для брожения. Через 2 месяца вино переливается в емкости из нержавеющей стали для выдержки до полного созревания. Этот процесс длится до полугода. Тимур Гадли рассказал, как выглядит цикл производства благородного напитка. После процесса брожения вино нужно перейти в контейнер для хранения. По технологическому этому проходу оно переливается в баллоны из нержавеющей стали. Там хранится около полугода. У нас их благодаря Минсельхозу у нас появилось 4 новых баллона, объем по тонне и 1 1,5 тонны с контролем температуры. После того, как вино прошло процесс брожения, всегда проблема есть, что остается тяжелый осадок, который может попадать в бутылки, он влияет на вкус, на запах, на все, заставляет какое-то неприятное ощущение во рту. Для этого эта тележка придумана, сюда выливается вино, и тяжелый осадок не проходит через эту сетку, остается здесь. И уже в какой-то степени очищенное вино попадает в баллоны, соответственно, потом и в бутылки. Сюда подключаются шланги, и благодаря насосам из емкости с нержавеющей стали сюда поступает вино и другие напитки. Это разливочная машина полуавтоматическая на 4 бутылки. То есть можно поставить сюда бутылки, и оно одновременно будет разливать в каждую из них. После разлива вина идет довольно простой процесс. Сюда ставится бутылка, сюда ставится пробка. Это купорочная машина. И одним простым движением руки бутылка закрывается. Продукцию Craft Product Абхазия можно приобрести в специализированных магазинах, ресторанах и напрямую у производителя. Стоимость бутылки вина от 1200 рублей. Тимур Гадли рассказал и об упаковке, маркировке и сбыте продукции. После того, как бутылка укупорена, вино должно настояться в бутылке, должно отдохнуть, пролежаться. И после этого уже для окончательной продажи мы ставим бутылку на механическую текировочную машину. Нужно закончить оформление бутылки и давайте колпачок. Для каждой бутылки у нас все разное, но в случае вина у нас используются восковые крышки. Можете посмотреть, на каждой бутылке у нас есть наш логотип. Либо здесь находится, либо здесь, уже в зависимости от бутылки. Сделан он из красного воска, есть специальное оборудование, оно его плавит, бутылка окунается, осушливает, ставится печать, и бутылка готова к продаже. Это пресс для полного раскрытия сала винограда, чтобы как можно больше вина получить из как можно меньше винограда.
Полученный от Минсельхоза грант позволил увеличить объемы производимой продукции не только за счет приобретения чанов большого объема, но и за счет автоматизации производственного процесса. Благодаря модернизации объем производства предполагает увеличение с 1000 до 5000 бутылок в год. Это даст возможность радовать ценителей качественного вина еще большим количеством продукции. Вот один из тех проектов, который в прошлом году было финансирование на 1,5 миллиона рублей. Это житель села Гулибского района Гадлия Тимур. Ему выделили на производство и переработку виноводочных изделий. Он сам занимается, у него уже есть дома на своем присадебном участке цех, где он занимается изготовлением вина и разливом эти вина. То, что мы дали сумму, он приобрел оборудование для того, чтобы увеличить имеющуюся площадь и саму производительность этой продукции. Там были разные агрегаты, там машины для мытья бутылки, машины для наклеивания марки, там разные тележка, много этих агрегатов, всего на 1,5 миллиона рублей. Изначально веры в то, что мы получим какой-то грант, не было, но мы попробовали. Изначально ничего не ожидали, так как мы не какое-то крупное предприятие, но по итогу все получилось, и все закончилось тем, что у нас есть оборудование за счет Минсельхоза. Крафт Продакт Абхазия – это не просто винодельня. Это семейная история о любви к вину, трудолюбии, стремлении к совершенству, которая продолжает радовать ценителей благородного напитка своим уникальным вкусом и высоким качеством. Шазина Ханагу, Сергей Каджая, Константин Парулова, Абхазское телевидение. Гендиректор компании «Амобайл», президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барцыц и Астамур Мамедаглы 29 июля совершили восхождение на гору Эльбрус. Мы счастливые люди, у нас есть Апсны, которую мы любим и которой гордимся. Мы работаем каждый день, чтобы сделать ее еще лучше для наших детей, написал Борис Барцыц на своей странице в Инстаграм. Борис Барцыц и Астамур Мамедаглы подняли флаг Апсны над западной вершиной Эльбруса, самой высокой точкой Европы – 5642 метра. Восхождение на Эльбрус началось 22 июля и длилось 8 дней. Впервые Борис Барцыц совершил восхождение на Эльбрус в 2018 году и посвятил это событие десятилетию признания Российской Федерации независимости Республики Абхазия. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 1 августа, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Местами ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем 24-29 тепла. Температура морской воды плюс 28. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.